Вітаю, сябры! З вами спадарня Марыянна. Пасля некаторага перапыначку я зноў іду і гуляю по Вільнюсу. Ну што ж, наступіў уже люты, і люты гэта перш за ўсё дзень святого Валентина для мяне. Дзень каханых, дзень кахання, дзень улюбённасці. І, конечно, дресс-код, колеры чырвоныя, бардовыя, ружовыя і все у выглядзе сярдэчак. І я хочу сёння запрашаю вас прайсці у пачатку лютага, прайсці крыху по цэнтру Вільнюса і паглядзець, ці штосьці тут уже прадэкарыравана да дня гэтага Валентина, альбо не. Я за гэты час, як мы накаталіся на катку, на коўзанкі, мы накаталіся, Алешка накатаўся, я паспела пахварэць, можа на радасць камусьці, але нармальныя людзі, конечно, мне паспачувалі. Ось. Ну што ж, I'm still on the way to my recovery. I haven't recovered yet to the end. Я яшчэ не выздаравіла до конца. Але трэба ўжо гуляць і как бы прадышваць лёгкія. Ось, і змагацца з кашлем, які дагэтуль застаецца. У мяне, бачыце, мой дрэс-кодзік і сардэчка. Все будзе ўжо прысвечана гэтаму. Зараз я ўжо падышла да вострай брамы і хочу увайсці на тую вуліцу і буду вам паказваць, што там. І яшчэ хочу паказаць, прайду праз ратушную і пакажу вам, што адбываецца з коўзанкай на дадзены момант. Ну так пойдзем. Вось я знаходжуся каля вострай брамы. І зараз пройдзем скрозь яе. Ось эти воротики. Пакуль все так же как бы и списано. Не так уже адремонтовано. А тут ось. Ну вот гэты бок вообще вогуле адремонтованы. А вось гэты, бачыце, пакрыты лясамі. І зашторены, значыць, там ідуць працы рамонтныя по паляпшэнню выгляду. Гэта вуліца, нагадваю, Аушрос-Варту. Ну, што я хочу сказаць. За гэты час адбыліся і выбары ў Злучаных Штатах. Ось, я, конечно, сачыла. Но нічога новага і цуда не адбылося. Адбылося невядома яшчэ. Маё асабістае меркаванне, што прабачце мне, кашель можа прабіваць. Будзе ўсё да горшага змяняцца. Ну, неяк будзе мяняцца і ўплываць на весь свет. І, на жаль, не у наш бок і не на нашу карысць. Я маю на увазе, конечно, нашу краіну, сумленную Республику Беларусь. І, конечно, гэта нічым добрым нам не адгукнецца. Таксама 26 студзеня адбыліся яшчэ адні так званая спецаперацыя. Ну, жыццё показала, хто мае рацыю. Хаця на мяне тут і нападалі, і казалі, што якая я ай-яй-яй, такая я дрэнная. Ой, і супраць святых, які нам Богам дадзеныя, і не трошце іх.
Ось, и молитесь на их. Вось да молились, вось да, да имели то, что маем, что полная пораза. Я лічу, что сбоку сумленных белорусов это полная пораза. И это треба признать. Ось наш перший притулок, наши першие два в окне. Ось наш перший притулок у Вільнюсі. І треба гэта признать, треба ўжо трезво и реально глядзець на падзеі і нічога не чакаць і ставіць пад сумнеў вашу любимую лідарку і яе атачэнне. Таксама. Там оточение, там клейма негде ставить. Понимаете, разумеете? Ось, я нават до некоторого часу думала, что некоторые из оточения, ну, как бы крыху больше умные люди. Оказалось, что зараз я бачу, что нема там нікого, нічога, за яких би варто було ісці, альбо нават вогуле неяк паважаць і лічыць нейкімі яшчэ сіламі. Я кажу, гэта не дэм сілы, а дэм слабы. І гэта рэжымчык 2.0, які створаны і ўсё. І рэжымчык, асноўны рэжым, і ён упрочвае свае пазіцыі, симулюе, калі трэба, каб мы ўсе поверили, что ему уже надыходзіць конец, что ён уже хутка отбросить коньки с коўзанкі. Ось, а я давно казала, что это симуляция, что это убросы специальные, каб притупить наше все сознание. Ось, так что сами робите высновы. И робите высновы, кто сапраўдны, а кто не. А ввогуле я хочу сказать, что я не бачу ввогуле зараз нікога на беларускім поле, просто нікога не бачу. Калі раней я думала, что той можа стать каким-то лидером, поважаным, можа нават будучым как бы кіраўніком краіны. Ці інші крыху там казалось, там вау. Ці третий. У меня было 3 такие на примете люди. Не буду называть их прозвища. Ой. Один оказался так само пустобрег и показал себя падчас этой спецоперации безвыборной, что призываючи приходить и прям с пеной на губах кричал: приходите и голосуйте, как бы явку эту забеспечить, как бы самим тут існувати. Інший казався добрим лектором, якому стоїть задати одно питання, і можна засинати так коротенько, хвилин на 40 під ягонні монотонні лекції. Бу-бу-бу, що-то. Третій так само сработал холостою, спрацював, і він вельми любить наслаждаться своим красноречием, красномовьем, такие пригожие фразы строить здесь причастными оборотами, еще так пригожие такие фразы и словы, за якими нема ніяких справ. Ось і все, сплошна демагогія. І таким чином ми маємо то, що маємо. На великий жаль, что мы не можем вернуться додому и будовать нормальную, нормально свободную и сапраўды демократичную країну. Ось у гэтым вся
проблема. Тим часом я пройшла у Шросварту, і я не побачила нічого до Дня Валентина. Я сподіваюся, і ви так само поглядели, я вже не коментувала. Просто я йду, ви глядите. Ну і ми підходимо до Ратушної площі. І зараз покажу вам ковзанку, що з нею відбувається зараз. Глядите, коли ласка. Замість, ось где были, значит, тут зараз стоит, бачите, где нагнетали лёдик и этот снежок, зараз только вон транспорта стоит. А где я стояла и сдымала, где люди меняли свои боты на коньки, зараз ездить ось бульдозер и разбирая, ось поглядите, разбирая ось там что. Подцепливая, гляньте, подцепливая, что там. Ну, ось такая ситуация. Ось обошла криху, обійшла і поглядите, що собою зараз уявляє. Така популярна ковзанка була. Стільки людей прокаталося з початку снежня до 26 студеня. Ось ратуша. 26 студеня, якраз це була неділя, це був опошній день праці. До речі, були люди. Я не перший раз гуляю, виходила, але там ближче додому. А от сюди я прийшла зараз ось как бы упершиню після. От глядите, як він на таких вот рельсах каких-то, на таких каких-то металличных, ну, прямо скажем, рейках. Ось така вот конструкція була. Ну, я вот зараз, вот, тут вот единственный снежок, бачите? Во, глядите. Вот из чагу он. Это какой-то как пластик, это не металл. Это пластик. Ось. А там, я не знаю, как тут, какая тут. Ну, вот по нему это и катались, на нем нарастал ледик. Вот, ледик нарастал. А теперь его отдирают, вот снежочек. Еще засталось покрытие, а тут уже все. Тут разобрано покрытие, бачите? Ось так. Я здымала, или мы там здымали, як ён будаваўся. Вось гэтыя листы, бачите? Это и есть наша ковзанка. О. И вось тут еще целая стопка. A pile of. Ну, а тут уже вот разбирают люди прямо уручную. Мне здається, що собрали його хутчэй, чим його розбирають. Альбом, звісно, коли я сама не удельничаю, так мені кажеться, хутко. А може і так само вони так же довго і собирали. І ось, бачите, прям робочі, или хто там, ось вони ось скрипять, дерев'яні конструкції розбирають. Ну, а тут был базарчик, тут стояли киоски, там продавался глинтвейны, пончики, еще что-то там. Ну, все, теперь зачинено, эти вывезены уже, а эти 4 засталися. Ось такой панорамный у нас видик на ковзанку. Бывает ковзанка 24-25, і мы не ведаем о наступным годзе ў Вільні, дзе будзе гэтая ковзанка. Нагадаю, что у тыя гады это было во дворе Дворца правителей на Кафедральной площади, а в этом году это было упершыню, такие изгибнутые в виде змейки такой, здесь на Ратушной. Але вось невядома, дзе будзе наступным годзе. Дякую табе, ковзанка, і столькі людям ты принесла задовольнение і асалоду. І ось зараз іде лютий, і йшов студень, бачите, і прям побач ось фонтан зачинений.
на Ратушной. И тут ось такой будинок. Там ідзе такі ремонт усю осень и зиму, и в лесах, и огородили, перегородили, подъемный кран, и что яны там робять. Ось, і робять штуці. Але бачите, что навіть зимой не спиняются працей. Але я хочу сказать, и зима-то была, ну, что тычется студеня, то гэта ввогуле такого теплого студеня, ну, побіў ще рекорды, я думаю. А зараз у лютым, ну, пакуль такая нормальная, 0, -1, +2, +3, 0, -1, +2, +3. Але грядут, вось я паглядзела, нас чакаюць у канцы гэтага тыдня, чакаюць маразы, тыя, якія должны были быть на крашчэнні, я думаю. Даже ночью будзе нават до -10, -12, уже выходные и на наступным тыдні, там 9, 10 и так далей. Так что цікава будзе нам испытать маразы у лютым. Може навіть сніжок яшчэ нападе. Тим часом я увахожу на стіклю Гатве. Вот тут эти ресторация так само прибрала всякие свои стульчики. Вот эти, такая ведомая ресторация. Ну а на стеклю тишиня. Гляньте, ни водного человека. Чудовно, одна я иду. Ось одна я йду по стіклю, а сьогодні, до речі, середа, середина тижня, будній день, где-то година 4, або 5, може ось так. І зовсім мало людей, а мені це подобається, йду повольно. І я гляжу, що я тут, може, у Вільні тільки одна святкую День Святого Валентина. Ну, не то, что святкую уже, але уже как бы рихтуюся, и как бы для меня это, ну, дрес-кодик, колеры. Я ничего не бачу, ось таксі. Я ничего не бачу, как было украшено до Дня Святого Валентина. И он зараз будет заезжать кудись, показывая. Нет, у него аварийки. Ну, я его обойду, и не гордая, и не трамвай. Я объеду, обойду. Что-то подвозит когості. Ну, зараз пройду до этого по стеклю, до перекрыжевания, там, где это самое, могут быть украшены кафе одно. Глядите. Ну, тут это же не до Дня Валентина. Это еще как бы с осени. Так пригоже, конечно. Желтые такие. Это кафе завсёды вельми пригоже декорируется. Але зараз, конечно, уже весна, а у них какие-то колеры осеньские. Ой, как мне подобается, что першиню бачу, что и тут нема столиков в этом кафе. Все пусто, голо. Ни глинтвейнов тут продавали еще. Все, святы скончены у людей. Выдохлися. Але как же так же, День Валентина. Вот зараз мы переходим на такое перекрыжевание, звичайно, ну такое пригоже. Вот тут всегда елки всякие, вот. Даже тут есть туристская группа. Але ось это кафе. Ну, и оно як і було раней. Оно упригожено, все у червоних кольорах. Здесь саме одної чешли молодь. І, ну, туристи такі англомовні. І кажуть, що bloody, как они там сказали, bloody teddy bears. Тут были, по-моему, мишки. Ну, вот, это кондитерская.
Яны таксама заўсёды ставенкі вот такие червоненькие. Пригоженько так. Ось, пожалуй, одиное место. Зараз пройдем по стиклю уже до наступного перекрыжевания. И пойдем потом на эту ратушную аллею, я ее все ж таки называю. Такая наша аллейка ратушная. Тут ничего червоного, ничего. Все еще какой-то Christmas New Year. Looks like. Еще эти ялинки. Это как-то, ну, зима. З іншого боку зима. Еще йде. Ну и все. И они ялинки еще мають. Так что, поважанные сябры, вот эти не светятся покуль, еще светло. Так удлинился день. И мы, сябры, можем сказать упевнено, что навіть удлинение дня нас не радует. Ой, мы терпим поразу по всем накерункам. И бедная Украина, и бедные мы невядомо, что с нами будет. И я вогуле навіть вельми пессимистично настроена, что я, може, навіть и не доживу до того, как вернуться у Беларусь и побачить країну вольной, новой. Так мяркую, что это может не отбыться. Потому что я бы, конечно, этого хотела, але опять-таки на радость комусь скажет, ну, а ты добра, что яна ніколи не вернется. Да, это ваши проблемы. Это ваши проблемы так ждать. Небось верниками себя лечите. Небось там эти православные. Але могут и порадоваться. Ну, а то, что там внутри краины такие могут быть люди, які слухают кое-кого там и повторяют за им, что вось яны. Зараз скажу слово, якое терпеть ненавижу. Беглые. Ось яны беглые. И радуются. А сами лічат себе православными, некими верующими, может, католиками, не ведаю. Ну, религиозными, одним словом. Неважно, какая религия. И я вот думаю, ну и что? Это вам ваш такий ваш господар, рабами якого ви з'являєтесь, і вам, ну, так сказать, допомагає радуватися. И так называть своих священников. Не испытывать почуття эмпатии, сопереживания, сочувствия, спочування, что люди вот вымушенные, ну, как бы уявить себе на их месте, поспочувать, посумовать. Не, яны радуются. Ну что ж, как бы усьому есть лёс. Вот то, что вы называете, я называю этого лёсом. И як складется лёс тых, хто радуется, и называя священников беглыми, ну, это будет бачно потом. И все как бы вернется на круги своя. Ну вот, а мы тем часом вышли на то, что я называю ратушной аллеей.